схема зенитно-ракетного комплекса С-300. Из-под рук сотрудниц этого предприятия на службу российской армии отправились уже сотни подобных. Это не какое-то надувательство. Плотная ткань, возможно, и не отразит атаку врага, но с толку его точно собьет, потому что превращается в комплекты ПВО, танки и истребители. Просто добавь немного воздуха, расправь дуло и, утверждает производитель, технику не отличишь от настоящей. С высоты 10-этажного дома и две машины будут стоять рядом, их практически не отличить. Наши машины излучают и тепло, и радиоотражение, и светоотражение. Все это имитируется, как у настоящей. Помимо ракетного комплекса С-300, на этом предприятии в Подмосковье шьют танки Т-72 и Т-80 и истребители Су-27 и МиГ-31. Именно такие сейчас наносят удары в Сирии. Предприятие «Русбал» является официальным поставщиком пневматических макетов военной техники для Министерства обороны России. Государство закупает надувную технику с 2014 года. Это очень удобно. Показал мощь, напугал противника, сложил танки в мешочек, поехал домой. История у этого военного обмана давняя. Макеты, они использовались давно, еще во Вторую мировую войну, и достаточно эффективно применялись для обмана противника, для дезинформации, чтобы отвести удар от настоящей техники. Закупка надувных ложных целей производится в рамках госпрограммы вооружения России, рассчитанной на период до 2020 года. Танк обходится примерно в $20 000. Цена С-300 – целых 50 тысяч. Впрочем, настоящий комплекс ЗРК стоит $150 миллионов за штуку, так что выгода очевидна. Кстати, предприятие готово изготовить танк или, скажем, низковысотный обнаруживатель для всех желающих. Даже цвет можно выбрать. А еще «Русбал» делает воздушные шары, аттракционы с летающими долларами и надувные костюмы. Скажем, вот такую патриотичную матрешку или совсем на любителя. Дарья Соловьева. Настоящее время.